Да. Да? Потом я поправлю. Так, все видно, да? Здравствуйте, уважаемые родители. Мы рады вас приветствовать на нашем консультационном часе на тему адаптация к школе и как помочь ребенку стать успешным в школе. С нами сегодня будет Асташова Татьяна Анатольевна, психолог регионального центра развития социальных технологий, а также консультант Республиканского консультационного центра. Татьяна Анатольевна сегодня ответит на все ваши вопросы, которые будут заданы в прямом эфире. Татьяна Анатольевна, передаю слово вам. Спасибо большое. Сегодня мы поговорим об очень актуальной такой теме, о вопросах, которые возникали в период подготовки к этому вебинару. Часть вопросов пришли заранее, поэтому я их уже отразила в своей презентации и буду отвечать по ходу раскрытия этой темы. Вообще хотелось поговорить об адаптации в целом, адаптации к школьному обучению и вообще как родителям помочь ребенку быть успешным. Что такое адаптация к школе? Это переход ребенка к систематическому школьному обучению и, собственно, привыкание его к новым школьным условиям. Ну, это если мы будем говорить о первоклассниках. Да, если говорить о переходе в другие классы, тогда это будет уже адаптация к новым условиям, изменившимся, да, но не новым школьным. Ключевое слово здесь именно систематическое школьное обучение. Да, и ребенку очень важно в первую неделю, 2 недели осознавать, что теперь это становится его ежедневным трудом. Не игрой, не развлечением, невозможностью каким-то образом проводить время весело и интересно по желанию, да, теперь это становится его серьезным трудом. Есть и другие виды адаптации. Это при переходе из начального в среднее звено. Это особый вид адаптации, на который тоже стоит обращать внимание. Оно сопряжено с рядом трудностей. Школы бывают разные. Есть предметное обучение в каких-то школах с 1 класса, а есть школы, в которых предметное обучение, да, где есть отдельные кабинеты и разные учителя, начиная с 5 класса. Учитывая специфику такого обучения, необходимо говорить об адаптации в среднем звене. И при переходе из среднего в старшее звено, да, 10 класс – это тоже период адаптации. Многие дети меняют классы, начиная с 10-го, либо остаются в своем классе, меняя незначительно состав. И от этого тоже будет зависеть характер адаптации. Адаптация при переходе на другую форму обучения. Да, если ребенок учился очно, переходит на очно-заочную или заочную форму полностью, закон об образовании позволяет это сделать, и родители на свое усмотрение сегодня все чаще выбирают форму обучения, ориентируясь на особенности своего ребенка. При переходе на очную с другой формы, на дистанционную, на семейное образование или в 10-11 классе законом разрешено переходить на самообразование. Да, это тоже будет этап, в течение которого нужно будет привыкать к новым организационным условиям. Есть возможность адаптироваться при переходе из одной школы в другую, из одного класса в другой класс. Это тоже специфический вид адаптации, и первое время необходимо будет уделять особое внимание этому периоду. Всегда любая адаптация сопровождается серьезными затратами психоэмоциональных и физических ресурсов. Даже если внешне ребенок никаким образом не демонстрирует изменения в поведении, какие-то особые проявления, да, всегда нужно осознавать, что происходит этап адаптации, и всегда внутренняя психоэмоциональная работа ведется. И это требует огромных психоэмоциональных затрат. И еще неизвестно, кому легче: ребенку, который ярко проявляет то, что сейчас от него требуется значительное усилие, да, который больше истерит, который хуже спит, плачет иногда жалуется, вот, или наоборот дерется. Вот. Или ребенок, который сдержан очень и практически не демонстрирует изменения в поведении и эмоциональном состоянии. Да? Неизвестно, кто быстрее из них переживет период адаптации. Просто нужно осознавать, что при любых проявлениях
огромные эмоциональные и физические затраты уже происходят. Скорость и качество адаптации, да, будет зависеть от многих факторов. И нужно иметь в виду, что есть, конечно, общие законы, по которым мы организуем работу по профилактике дезадаптации школьной, но необходимо учитывать индивидуальные особенности каждой ситуации, индивидуальные особенности класса, школы, педагогов, учеников, родителей и так далее. И именно эти нюансы будут иметь значение при выборе тех направлений работы, которые необходимы. Будет зависеть от готовности к преодолению трудностей, да, то есть осознание ребенком наличия поддержки, принятия, понимания, сознание уже каких-то собственных ресурсов организма, то есть он сталкивался с трудностями, он их преодолевал, и он помнит этот опыт, например, да. И чем старше ребенок, тем в большей степени он пользуется своим накопленным предыдущим опытом. Если он осознает, что есть поддержка и принятие дома, такая надежная опора, фундамент, на котором он стоит, то, в принципе, да, все, что внешнее, наносное на этом фундаменте, оно будет иметь характер временного, да, пока ребенок адаптируется, переварит эту ситуацию, справится с ней, понимая, что дома его ждет надежная опора. От уровня физического и интеллектуального развития. Да, при переходе, например, из детского сада в школу будут изменены довольно серьезно требования к ребенку. К этому времени он не просто физически должен достичь определенного возраста. К переходу из дошкольной в школьную организацию, да, учреждения ребенок должен обладать определенным набором социальных компетентностей, интеллектуального развития, физического развития, да, даже в том числе и развития мелкой моторики определенного уровня, да, потому что это потребует от него действительно вложения определенных ресурсов. От характера ребенка, от индивидуальных особенностей ребенка, его темперамента, да, то есть каким образом он реагирует на ситуации, каким образом он решает эти ситуации, вот, долго переживает, сдержанно переживает, эмоционально реагирует, да, ярко. То есть от его особенностей будет тоже зависеть уровень адаптации. Уровень сложности учебного процесса, объем загруженности ребенка. Да, какие-то школы позволяют в период адаптации не выполнять, например, дополнительных каких-то заданий, разрешая ребенку вот этот переходный этап обращать внимание на самое важное, да, расставляя правильно приоритеты. Какие-то образовательные организации сразу включают ребенка в учебную деятельность, да, давая понять, что теперь нужно будет адаптироваться именно к таким условиям. Тут трудно судить, что лучше, что хуже, да, в зависимости от адаптивных способностей организма, да, ребенок легче или тяжелее перенесет эти условия. Собственно, от личности педагогов, особенно в начальной школе, от личности педагогов зависит очень много, потому что ребенок пока ориентируется в большей степени именно на личностные качества человека, который находится рядом, понимает свою зависимость от этого человека и очень ориентируется на его авторитет. И поэтому довольно часто учащиеся первых, вторых классов пользуются этим авторитетом учителя для того, чтобы доказать свою правоту, например, перед родителями. Да, они ориентируются на слова учителя, ориентируются на его точку зрения, на его отношение к другим учащимся. И в этом отношении вот первый, второй класс, конечно, огромное значение имеет личность того педагога, который находится рядом с детьми. Что касается отдельно адаптации в первом классе, основная цель – это учение, познание нового, развитие конкретных предметных и метапредметных умений и навыков. То есть все то, что требует специальных занятий и педагогическое образование человека, который эти занятия организует и проводит. Да, поэтому не каждый человек способен, даже зная математику, русский, окружающий мир, даже зная эти предметы, не каждый человек способен донести до ребенка эти знания в том виде, в котором он их может усвоить. Поэтому это особый труд. Да, и тут стоит обратить внимание на то, что учителю начальных классов гораздо лучше представляется, каким образом организовать учебный процесс, каким образом объяснить предмет, да, и стоит ориентироваться на то, каким образом делает это он.
Очень важно при адаптации в первом классе осознавать, что есть желание ребенка пойти в школу, а есть желание учиться. И это разные вещи, это разные мотивы. Обратите внимание, с каким мотивом ваш ребенок пошел в школу или пойдет в школу, да? Что он говорит. Ему важна внешняя составляющая, новый портфель, канцелярские принадлежности, да, потому что статус младшего школьника дает очень много по факту, даже внешне. И очень многие дети понимают очень быстро, что если игрушку родитель покупает, потому что ему захотелось купить, то, например, красивую ручку или карандаш, или красивую тетрадку, он покупает всегда, хочет он того или не хочет. Поэтому какие-то преимущества в этом статусе есть, и ребенок довольно быстро это понимает. Вот. Но это тоже будет говорить скорее о внешней мотивации, да, не о внутреннем желании учиться, как о деятельности новой, да, а о внешнем статусе. Потому что сейчас иначе воспринимают близкие родственники, друзья относятся иначе, да, и ребенок очень быстро понимает, что это определенные права. Вот. Но при внешней мотивации, когда он сталкивается и с определенными обязанностями, которые сопровождают каждый день, да, тут могут быть трудности. При внутренней мотивации ребенку не столько важен внешний статус, внешние изменения, сколько важна сама возможность реализовать познавательную потребность. Изначально все дети любознательны, и в дошкольном возрасте этот интерес познания нового, да, он позволяет ребенку очень легко осваивать все то, что дается в группе. Вот. А в школе уже требуется несколько иная подготовка, не только интерес, и не столько интерес, сколько интерес, подкрепленный силой воли, потому что нужно будет приложить определенные усилия для того, чтобы в течение времени довольно большого, да, для ребенка такого возраста, находиться в неподвижном положении, например, да, даже учитывая, что есть физминутки, но они тоже не могут проводиться слишком часто. Вот. И ребенку нужно будет развивать произвольное внимание. То есть где-то может быть интересно, а где-то может быть просто нужно послушать. Да? И это тоже определенные навыки, которые при желании учиться, при сформированном внутреннем мотиве, будут даваться гораздо легче. Стремление стать школьником, да, выполнять правила поведения школьника, иметь его права и обязанности, вот все то, что было перечислено выше, это и формирует внутреннюю позицию школьника. И очень часто, где-то через недельки 2-3, очень заметно в классе, как дети делятся на тех, кому важна внешняя составляющая, и они очень пока устают от занятий, да, и дети, которые начали получать удовольствие от того, что они включились в эту учебную деятельность. Огромное значение имеет для особенно учащихся начальной школы то, каким образом о школе говорят в семье. Ребенок слышит все, ориентируется на мнение родителей, и его внутреннее восприятие школьного обучения, учителя, администрации школы очень во многом зависит от того, что он слышит дома. И тут, конечно, вот в эти разговоры лучше не привлекать детей, не обсуждать личность учителя в присутствии ребенка, не делать критические замечания, когда вы понимаете, что он слышит или может в этом участвовать. Не делать так, чтобы поддерживать свой родительский авторитет за счет принижения или обесценивания авторитета учителя. Да, вот в этом случае мы, конечно, подвергаем сомнению все то, во что верит ребенок. Да, ему вот частично учащиеся первых-вторых классов еще ходят в школу и ради учителя, да, ради общения с тем человеком, которому верят на слово. И в этом отношении, да, авторитет учителя имеет огромное значение в поддержании учебной мотивации. Готовность принимать новые правила, да, взаимодействия, обсудить их необходимость с ребенком. Это про то, каким образом будет выстраиваться взаимодействие в школе, чем оно отличается от взаимодействия в детском саду, и о том, что есть определенные правила, соблюдение которых будет помогать организовать учебный процесс.
Вот. Есть определенные правила взаимодействия с учителем, есть определенные правила взаимодействия в классе с другими ребятами. Вот. Эти правила необходимо с ребенком обсуждать для того, чтобы он принимал то или иное решение, да? Чтобы уровень тревожности был ниже, ребенку спокойнее, понимать, что есть определенные правила взаимодействия. Есть то, что можно, есть то, что нельзя. Есть то, что нельзя на уроке, но можно на переменке. Да? Вот эти вот вещи можно обсуждать и задавать вопросы или помогать разъяснять ребенку важные вещи. Еще раз повторюсь, что разница между дошкольником и школьником не внешняя, она внутренняя, психологическая разница. Бывает так, что ребенок в 7 лет не может быть внутренне готов настолько, насколько, например, ребенок в 6 лет готов к учебной деятельности. И вот именно внутренней позиции это определяется, а не внешним физическим развитием. Так как ребенок относится к другим людям, ко взрослым, к сверстникам, к заданиям, которые он выполняет, насколько развиты у него психические качества, необходимые вот именно для систематического усвоения знаний. Да? С первого дня обучения в школе начинается систематическая работа изо дня в день по пополнению своего багажа. О школе для первоклассника очень мне понравилось высказывание, да, вот, людей, которые системно занимались подготовкой к школе, кроме того, диагностикой подготовки, уровня подготовленности ребенка к школе. Да, и их слова хочется привести. Школа – это особое место, где учат и учатся, то есть делают важное, необходимое и, послушайте, почетное дело. Учиться – это не то, что играть. Ты все время узнаешь что-то новое, становишься старше и умнее. И все понимают, что твоя учеба – это как папина работа, и к ней надо относиться всерьез. Поэтому, когда тебе задали урок, ты имеешь право попросить, чтобы выключили радио, телевизор, чтобы тебе не мешали работать. И хорошо, когда задают уроки потруднее. Лучше чувствуешь, что к тебе относятся всерьез. И мне кажется, это очень важные слова, которые родители могут озвучить своему ребенку в начале обучения. Да? Очень важные слова, что теперь он приобщен к этому важному моменту трудовой деятельности. Теперь его общество, не только он сам, но и общество воспринимает иначе. Он уже не маленький ребенок, который идет играть в детский сад. Он ребенок, который ходит ежедневно на такую же важную работу, как его папа. И мне кажется, что если бы мы вот задавали такой тон 1 сентября, то это бы очень много изменило. И в отношении ребенка к школе, и в отношении родителей к труду ребенка. Да? Вот с одной стороны, посмотрите, очень важно, как родители относятся к этому труду. Мы иногда сами обесцениваем, да, когда говорим, что есть вещи важнее, и сейчас не надо там читать книжки некогда, или не надо там смотреть картинки, в букваре он посмотрит, да, и есть важнее дела, там на столе прибраться. Вот. Или, например, покушать, да, ребенок может быть увлечен. И вот обсудить с ним правила, когда есть возможность заниматься, как организовать свой день, как организовать режим дня, вот, и при этом постоянно поддерживая эту мотивацию самоизменения. Повторяя о том, что это важная деятельность, и теперь ему разрешили этой деятельностью заниматься, и теперь его общество воспринимает всерьез. Да, то есть такой авансом уважения к нему, потому что он пошел в школу. И очень многие дети, в которых верят и в которых вкладывают это отношение к учебе, довольно быстро адаптируются и оправдывают этот аванс. Что важно знать родителям? Да, период адаптации может длиться от 2 недель и более. Ну, 2 недели – это самый лучший вариант, который может быть. Это когда ребенок коммуникативно очень быстро входит в любой коллектив сверстников, когда он готов учиться и готов познавать уже, и готов наполняться, и готов выполнять задания, и ему интересно, и он уже жаждет, да, вот это вот как пить, как есть, ему хочется этим заниматься.
и он готов отодвинуть на второй план игрушки, игры. Да, очень много родителей задают вопрос, стоит ли давать ребенку игрушку в 1 классе в школу. Тут очень надо аккуратно, крайне аккуратно к этому относиться, он все-таки идет не играть. Игрушка только для того, чтобы снять какое-то напряжение, тревогу, может быть, в первые дни, да, как такой вот товарищ, который познакомит, поможет познакомиться на переменке ребенка с другими детьми. Все. Да? Как только игрушка выполнила свое предназначение, ребенок адаптировался и с ребятами из класса начал активно взаимодействовать, игрушка свою роль выполнила, и больше ей в школе делать нечего. Вот. И очень важно, да, то есть мы не лишаем детства, просто теперь школа – это один способ провождения времени, а вот дома он уже может прийти и провести время иначе. При длительном периоде трудностей ребенка в школе, когда период адаптации затягивается, да, тогда мы можем говорить о дезадаптации и обратиться к специалисту для того, чтобы помочь ребенку решить трудности, которые затянулись, чтобы не спровоцировать формирование школьной неуспешности. К сожалению, очень часто сегодня дети идут в школу, уже имея за плечами определенное понимание собственной неуспешности. Это завышенные требования к ребенку в дошкольном возрасте. И иногда он уже идет вот с этим синдромом неуспешности, и, может быть, период адаптации и затянется. Тогда необходимо обращаться к специалисту. В семье необходимо создавать условия принятия и поддержки, давать возможность полноценного питания, отдыха и отмечать конкретные успехи в школе. Вопрос «как дела?» да, вот в школе не должен быть формальным. Очень часто, спустя определенное время, родители привыкают, что ребенок ходит в школу, и отдают на откуп ему часть вопросов. И вот этот вопрос «как дела?», да, он становится формальным. Ребенок отвечает «нормально», и на этом обсуждение дел в школе заканчивается очень часто. Вот. Тут очень важно научить ребенка содержательно отвечать на этот вопрос. Да? Что он сегодня нового узнал, что он вообще узнал, зачем он туда ходит. Да? Вот это вот для того, чтобы поддерживать мотивацию. Потому что в 1-2 классе, 1 класс мотивации формируется, 2 класс она поддерживается еще за счет авторитета учителя. Вот в 3 классе, если внутренняя позиция школьника не сформировалась и мотивация познания нового не сформировалась, то 3 класс очень часто становится провальным для ребенка. Вот. И поэтому изо дня в день мы содержательно учим ребенка анализировать, что для себя полезного он вынес из сегодняшних уроков. Очень важно понимать, что родители – это не человек между 2 огней, да, между учителем и ребенком. Это человек, который поддерживает, принимает, да, своего ребенка. Но при этом он понимает, что авторитет учителя тоже очень важен. И поэтому с учителем говорим без ребенка желательно, да, и обсуждаем успехи, неудачи ребенка без ребенка. Вот. И преподносим это ребенку в таком варианте, который поможет ему быть более эффективным, успешным, адаптивным. Постепенно нужно помогать ребенку развивать произвольность поведения, да, когда ключевое слово «надо», ответственность за результаты своего труда, отмечая успехи, и не останавливаться на неудавшихся моментах, потому что очень важен результат. Ребенок должен был быть ориентирован на то, каким образом он достиг результата, какого результата. Да, вот очень многим детям нравится процесс рисования, но при этом очень неряшливые работы могут получаться. Да, это когда ребенок ориентирован на процесс, или ему нравится выводить букву, но что это получилось не очень аккуратно, например, в конце, да, ему уже не важно, он уже получил удовольствие от процесса выведения букв. Вот, и тут нужно обратить внимание, что очень важен результат. Да, и поэтому, для того, чтобы ребенок стремился к результату такому, который устраивает вас, нужно обращать внимание именно на такой результат. Если в строчке 2 буквы удались, и вам они нравятся, тогда обязательно отметьте эти 2 буквы. Если из 10 примеров ребенок 1 пример решил, обязательно отмечайте этот пример. Если из 3 рисунков 1 просто красивый и впервые есть вещи, которые аккуратно прорисованы, отмечайте вот эту положительную динамику. Да, ребенок будет стремиться постепенно повторить и идти к тому результату, который важен для значимого взрослого. Очень важно еще внутренне для себя осознать, да, какой же критерий
знаний. Да, для нас очень часто критерием сформированности знаний детей является отметка. Да? Если 5, значит, ребенок знает, а если 2, значит, ребенок не знает. Вот очень важно отойти от этих критериев, потому что довольно субъективно очень часто. Да? И если ребенок сделал ошибку, может быть, это было гораздо важнее для того, чтобы осознать, да, эту тему, чем если бы у него с легкостью с первого раза получилось на 5. Поэтому тут важно понимать, да, вот школа – это не только отметки, школа – это возможность роста и развития для ребенка, причем не только интеллектуального. И иногда мы останавливаемся на значимости интеллектуального развития, забывая об эмоциональном развитии ребенка и о физическом развитии ребенка. Иногда обесцениваем занятия физической культуры и динамические паузы в школе, считая, что в это время ребенок мог бы еще математику повторить, например, да, или русский, который ему крайне тяжело дается. Но при этом очень важно понимать, если мы будем торопить события, и если не будем давать возможности ребенку восстанавливаться или получать ресурсы от занятий там, рисованием, физической культурой, тогда у него не будет возможности эффективно усваивать школьные знания. Очень многие вопросы требуют индивидуального подхода, да, и очень важно, чтобы родители помогли учителю разобраться в индивидуальных особенностях своего ребенка. Никто, как родитель, ребенка не знает. И учителю порой трудно в классе, особенно в больших классах, где 28-30 человек, учителю крайне трудно за короткий промежуток времени выяснить все индивидуальные особенности детей. И поэтому будет неплохо, если вы подойдете к учителю и скажете, что, например, у вашего ребенка темп освоения материала, да, немножечко занижен, но при этом, если он разобрался в предмете, то он уже этого не забудет. Да, и вот можно опираться на другие какие-то его сильные стороны. Вы знаете, и вы можете учителя предупредить об этом. Следующее, да, на какие рекомендации стоит опираться. Учитывать особенности своего ребенка и никогда не сравнивать детей, потому что 2 одинаковых детей не бывает, и сколько бы консультаций не было проведено за этот период времени, я ни разу не встречала одинаковых детей и детей, которые одни и те же проблемы переживают одинаково. И очень важно, чтобы вы понимали, что ваш ребенок не может быть похож на соседнего ребенка, да, соседского ребенка. Вот. Он может совершенно иначе реагировать на те же самые ситуации. Он может совершенно иначе запоминать материал. Он может совершенно иначе выдавать результат. И если для кого-то будет стимулом хорошая отметка, то для другого будет стимулом просто улыбка, просто поддержка, просто повторение. Да? Вот кто-то усваивает легко одни предметы и при этом совершенно не понимает, например, другие. Да? И вот тут вы, зная своего ребенка, вы можете уже помочь ему адаптироваться более легко. Если ребенок, например, долго собирается, это очень частый запрос. Да, родители говорят о том, что утром встают и совершенно не успевают собраться в школу. Но минимизируйте вот эту проблему, да, за счет тех ресурсов, которые у вас есть. Можно научить ребенка собирать портфель заранее, при вас. Самый простой способ – это когда сначала вы собираете, он смотрит какое-то время, потом он усвоил алгоритм, как собирается портфель, он собирает, вы смотрите, потом он собирает, вы периодически проверяете, а потом он собирает самостоятельно. Да? Вот таким образом формируются все навыки, поведенческие привычки у ребенка. Делайте все для того, чтобы убрать вот эти вот кризисные такие моменты, которые, например, могут испортить ему настроение перед выходом в школу. Вот это катастрофически нельзя допускать, потому что ребенок очень впечатлительный еще в этом возрасте, если мы говорим о первоклассниках, например, и он будет переживать. И он будет идти в школу, да, понимая, что он вернется, мама расстроилась, да, что у него голова болит, и это будет его отвлекать довольно серьезно. Поэтому приготовьте заранее, да, научите его ложиться чуть раньше, вставать чуть раньше, если ему требуется больше времени для того, чтобы собраться. Да. Вместе с ним обсудите, какой может быть интересный режим.
сколько минут нужно для того, чтобы почистить зубы, попить чаю. Здорово будет, если при этом вы научите его ориентироваться на часах, например, да, и он будет самостоятельно себя контролировать, и вы будете каждый день подчеркивать, что супер здорово, ты уже научился, например, за 2 минуты чистить зубы. Классно, сейчас ты все выполнил за 15 минут, как запланировал, и ты это контролируешь сам. Молодец. Вот, да, и таким образом постепенно снимать напряжение перед выходом в школу. Да, потому что если вы чуть-чуть позже проснетесь, ребенка позже разбудите, он будет нервничать, вы будете его торопить, а он будет от этого еще нервничать больше и еще медленнее одеваться и собираться. Вот, поэтому в этом отношении, конечно, лучше научить заранее подготовиться к этому моменту. Даже если вы провожаете, встречаете ребенка из школы, вот очень важный момент, ребенок должен знать маршрут движения самостоятельно. Он должен понимать, где вас ждать, если вы не пришли вовремя. Что делать, определенный алгоритм действий. Да? Лучше не ждать ситуации, когда вы не успели дойти, а он, решив там вам помочь, вышел вам навстречу, и вы разминулись. Да? Вот лучше не ждать этой ситуации, лучше проговорить заранее все возможные ситуации. Что делать, если вы не пришли? Что делать, если сел телефон, и он не может дозвониться? Где ждать вас? Да? Как реагировать на такую ситуацию? Кому подойти? По каким дорогам вы идете? Как переходить дороги? То есть ребенок должен быть готов. Помните, да, учится ваш ребенок, а не вы. Вот это очень важные вещи, потому что родителям очень трудно войти в ритм ребенка. И когда они понимают, что ребенку трудно выполнить задание, гораздо проще взять и красиво все буквы вывести самостоятельно. Это проще, это не требует контроля, это высвободит вам огромное количество времени. Но только медвежья услуга, потому что вот здесь вы высвободили время, да, а потом во 2 классе, когда требуется скорость письма, а он еще выводить не научился, да, встанут другие вопросы. И это потребует в 3 раза больше времени, потому что нужно будет переучивать. И поэтому здесь, конечно, нужно научиться организовывать процесс и находиться рядом, вместе, но не вместо ребенка. Важно учитывать, что ребенок не может освоить все новые правила за один день, и ему потребуется время. Да? Поэтому потребуется время для того, чтобы научиться решать конфликты иначе, потребуется время для того, чтобы научиться взаимодействовать, чтобы понять новые правила, чтобы усвоить, где находится шкафчик, где переодеваться, куда складывать, как теперь на технологию собираться, как на физкультуру собираться. То есть очень много моментов, которые выльются одновременно на ребенка. Да? И ему потребуется время для того, чтобы усвоить все эти правила. Это тоже повысит его тревожность и снизит адаптивные возможности организма. Здесь вы тоже единственное, что вы можете сделать, вместе с ним обсуждать эти правила, для чего они нужны, как они помогают организовывать ребенка, да, и что делать, если не получилось. Очень важно в это время наблюдать за своим ребенком, как, в принципе, и в дошкольном возрасте, обращать внимание на его интересы, успехи. Вот это и составляет основу ранней профориентации. Да? Вот очень интересно, как ребенок будет проявлять себя при усвоении разных предметных областей. Да? Какой-то предмет он вдруг осознает, что дается с легкостью, и ему интересно, да? Какой-то предмет совсем непонятен, и у него больше вопросов, чем ответов. Наблюдайте, что у него получается, в чем он чувствует себя более уверенно, что ему интересно, где ему хочется включиться в деятельность. Да? Вот наблюдение с 1 класса дает родителю ответы на очень многие вопросы, которые возникают потом в 7-8 классе, да? Когда ребенок говорит, я не знаю, кем хочу стать, а родитель говорит, ну я как бы не знаю, чем ему помочь, потому что совершенно не понимаю его интересов, вот, кроме таких уже ярко выраженных. Вот, поэтому очень важно наблюдать, начиная с 1, конечно, лучше там дошкольного возраста, да, вот, а в школе лучше наблюдать с 1 класса, какие предметные области даются легко, с интересом, куда ему хочется вложиться, что получается, где он способен быть более активным, чем в других областях, да, может быть, это станет основой для выбора затем какого-то профильного класса. Это очень важный момент, на который стоит обращать внимание с 1 дня обучения.
Ну и очень важно осознать, что, собственно, в школу-то ребенок идет не за набором знаний, умений, навыков. Он идет для того, чтобы научиться учиться. А потом уже, как только ребенок научится учиться, ему, в принципе, да, как бы уже не нужно столько усилий прикладывать для того, чтобы что-то узнать. Что такое научиться учиться? Да? Это вот способность слышать, способность принимать задачу, которую перед ним поставили. Это способность искать варианты решения, способность использовать те алгоритмы, которые дали учителя. Да? Это позволит ему использовать имеющийся арсенал для решения нового вида задач. И это не будет ставить в тупик при, там, например, какой-то задаче, которая может решиться очень просто по аналогии. Да? Вот. И поэтому тут важнее не зубрежка, а важнее понимание алгоритма решения аналогичных задач. На что еще хочется обратить внимание? На то, что, собственно, человек в любом возрасте испытывает трудности в процессе адаптации, и возраст школьный не является исключением. Да? Очень важно, что то, как сегодня вы поможете адаптироваться ребенку к новым школьным условиям, поможет ему адаптироваться в дальнейшем при переходе из класса в класс, при переходе из одной школы в другую, при поступлении в учебное заведение, да, среднее профессиональное или высшее учебное заведение, при адаптации на работе, например, да, в любом рабочем коллективе профессиональном. Очень многие вещи, которые закладываются в детстве, в период адаптации, и то, как ребенок справляется с трудностями, и та поддержка, которая ему оказывается в период адаптации, играют большую роль при дальнейшей смене места пребывания и адаптации ребенка на новом месте, любом. Да? Очень часто вот эти вот механизмы адаптивные вырабатываются в детстве. И затем ребенок может повторять одни и те же ошибки или одни и те же успехи в период адаптации в разных местах. Да? И поэтому нужно обращать на это внимание и давать возможность переживать период адаптации в более легком варианте. В первое время нужно понимать, что организм будет задействовать все свои ресурсы. Да? То есть сначала у ребенка может быть избыток энергии, активности только потому, что это стрессовые условия, стрессовая ситуация, и организм пытается адаптироваться. А мозг определяет очаг такого доминантного, да, доминирующий очаг, да, в этот момент, который будет требовать определенных ресурсов. И все будет работать именно на адаптацию. И вот в этот момент может казаться, что ребенок активен, энергичен, он рано встает, какие-то эмоциональные качели могут быть, да, после чего, как только ребенок адаптировался, да, вот эта энергичность будет снижаться. Будет снижаться тревога, будет снижаться беспокойство, он будет чувствовать себя более уверенно, легко, и вот эти эмоциональные качели немножечко придут в баланс, в гармонию. Но если будут оставаться трудности или будет затягиваться процесс адаптации, то будет нарастать истощение, будет преобладать сниженное настроение, апатия, потому что невозможно бесконечно быть энергичным для того, чтобы преодолевать трудности. Да? Рано или поздно организм истощается. Если эта ситуация затягивается, да, то может привести к сниженному настроению, к такой апатии, вялости. Да. Вот обязательно обращайте на эти моменты внимания. Важно, чтобы семья стала опорой для ребенка в этот период. И, конечно, очень хочется, чтобы в каждой семье День знаний 1 сентября был особым днем, традиционным праздником, да, потому что с какой целью ребенка ведем в школу? Чтобы он освоил новое, чтобы он получал удовольствие от познания мира, чтобы он нашел возможность реализовать весь свой потенциал в этой жизни. Да? И вот если мы с этой точки смотрим, да, то школа – это замечательная возможность пробовать реализовать себя, пробовать решать те трудности и проблемы, с которыми столкнется ребенок в жизни.
это замечательная возможность найти себя, да, найти свою суть. И с этой точки зрения, конечно, 1 сентября – это замечательный праздник, который можно отмечать всей семьей не только при походе ребенка в 1 класс. Если возникают вопросы индивидуальные, да, то вы всегда можете обратиться за консультацией. Консультационные центры на базе Республиканского института развития и образования дает возможность консультировать по разным вопросам в разных индивидуальных ситуациях. И есть литература, к которой можно обращаться, чтобы ответить на ряд вопросов, потому что я привела совсем маленькие примеры для того, чтобы ответить на вопросы, которые ранее были заданы вами. И очень интересно, если вы самостоятельно некоторые вещи прочтете или хотя бы посмотрите какие-то видеосюжеты. Вот мне нравится Людмила Петрановская, говорит не только об адаптации, но и о том, каким образом вообще эффективно взаимодействовать с ребенком, чтобы помочь ему быть успешным, да, формируя критическое мышление, креативность, кооперацию, все то, что понадобится во взрослой жизни, все то, что формируется в школе. Поэтому это один из важнейших этапов в жизни ребенка. И очень важно, чтобы этот этап дал ему как можно больше ресурсов, да, как можно больше возможностей для познания самого себя и для формирования уверенности в том, что вот этот потенциал свой внутренний, да, у него будет возможность реализовать в жизни. Вот, и мы завершаем наш консультационный час. То, что было задано заранее, было освещено в ходе презентации. Я думаю, что если возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться в консультационный центр к специалистам и получить ответы на свои вопросы. Так, конечно, скоро праздник, День знаний, очень важный этап в жизни каждого человека. У меня все, мы можем завершать.